Поход Чингисхана на запад встряхнул Евразию того времени и принес ему восхваление и осуждение. Некоторые восхваляли его как героя всех времен, великого человека тысячелетия. Другие называли его завоевателем мира, беспримерным захватчиком. Огромное количество людей с давних времен и по сей день с интересом изучают достижения и преступления Тысячи осеней, которые по-настоящему раскрывают величие Чингисхана. Чингисхан. Главный руководитель проекта Джангу Амин. Идея Гэ Цзянь. Сценарии Шу Чжисянь, Чжу Яутин. В главных ролях Балин, Сажень Гауа, Джао Хэнсюань. Главный оператор Гэ Житу. Постановка трюков Цзэ Вэйчун. Музыка Джан Чаньи. Главный продюсер Батыр. Режиссер Чжу Вэньцзе. Двадцать 29-я серия. Алтайские горы. Десятитысячник великого монгольского государства Елюй-Бухуа приветствует даосского монаха Чанчуня. Не ты ли генерал Елюй-Бухуа, расположившийся с войсками у Алтайских гор, брат бесчестного обманщика Елюй-Ахая? Да, я действительно Елюй-Бухуа. Генерал Елюй-Бухуа совершил дело безграничного милосердия. По этой причине я задержусь здесь на несколько дней дольше. Каков урожай в этом году? Не спрашивай об урожае, спроси о возделывании земли. Генерал Елюй-Бухуа, в твоих словах сквозит даосский дух. Прошу вас, я уже приготовил виноград, изюм и виноградное вино. Почему все из винограда? Завтра будет дыня, арбузы, дыни хами, байлань. Прошу, прошу. Проходите. Город Терми. Монгольская армия получила отпор при штурме города. В то время как нападение Чингисхана было отбито под Терми, султан Джалаладдин, уже собравший армию более чем в 100 тысяч, наконец поднял меч войны для отмщения. Его соперником была армия в 30 тысяч воинов под предводительством Шиги Хутуху. Это была битва при Перване, которой гордился народ Хорезма. Ого, как у них много народу! Как бы много людей у них ни было, у нас тоже немало. Сражаемся. Боюсь, даже если бы было бы меньше, нам все равно нужно было бы сражаться, чтобы отомстить за погибших. Смотри, они уже вошли в котловину. Они совершенно не умеют распределять войска. Мы воспользуемся этим. Генерал Хорезма, я сейчас поведу вас смыть позор, который мы терпели с начала войны, и вернуть монголам кровавый долг. Город Нишабур сейчас в черном дыму и языках пламени. В нашем городе Термы восточные неверные убили всех, спалили город дотла, потому что встретили там яростное сопротивление. Они даже распороли живот старой женщины, чтобы забрать ее драгоценности. Воины Хорезма, пусть решимость встретить смерть управляет войсками. Мы зайдем с тыла и окружим врага.
Рубите им головы, не оставляя пленных. Это решающая битва. Сегодня решится все. Султан Джалаладдин! Давай испробуем военный метод хана. Схватить сердце. Захватим Джалаладдина, и Хорезм будет уничтожен. Захватим Джалаладдина живым. Вперед! Держать строй, держать строй! Готовьтесь убивать монголов! Держать строй! Лучники, остановите монголов! Атакуйте монгольские фланги! Не оставляйте ни одного живого монгола! Бейте! В городе Перван армия Джалаладдина, численностью намного превосходившая монголов, встретилась с ними в решающей битве. 30 тысяч монголов были полностью истреблены. Шиги Хутуху вырвался из окружения, ведя лишь 100 с небольшим человек. Боевой дух Хорезма поднялся. «30 тысяч воинов, которых я дал тебе, погибли? Великий хан, убей меня! Мое неумелое командование позволило Джалаладдину разбить нас. Я предал позору имя матери Ойлун. Убей меня!» «Нет, Шиги Хутуху, ты приемный сын моей матери. Без слова матери я не могу убить тебя». «Мать!» Да. Мать ушла на небо. Тогда отправь меня сопровождать ее. Борте и Хичевэнь уже ждут там. То, что я могу сделать, это привести назад целыми и невредимыми всех любимых ею. Хан. Хорошо. Отведите меня в Перван. Я хочу похоронить те 30 тысяч призраков. Шиги Хутуху, ты знаешь, почему ты потерпел поражение? Посмотри на поле Перван. Твое поражение вызвано неправильным выбором поля. А что с полем? Пехотные войска во время сражения должны быть собраны вместе, образуя квадрат, а конница разбита на мелкие группы, чтобы удобно было передвигаться. Когда я сражался, 100 всадников могли окружить 10 тысяч солдат. 1000 всадников могли заполнить 100 ли. Ты разместил 30 тысяч воинов в такой котловине. Разве трудно было окружить и уничтожить тебя? Похоже, мне не владеть мастерством хана, даже если я буду учиться всю жизнь. Тогда ты станешь судебным чиновником. Ты больше не будешь вести войска в наступление.
Братья, с которыми я пас скот. Братья, с которыми воевал против меркитов, татар, джадаланов, кераитов и найманов. Братья, с которыми я прошел путь на запад в 1000 ли. Вы пали под Перваном, унося боевые заслуги прошлых лет и честь монгольского воина. Славные монгольские сыны полегли на поле битвы, погибли на чужой земле, похоронены в чужой земле. Да упокоятся с миром ваши души. За стенами Ургенча. Угадай, куда вы тащите эти трупы? Впереди есть песчаные дюны, готовимся похоронить их там. Зачем хоронить их в такой спешке? Почему не вырыть яму? В эти дни погибших в боях было слишком много. Если мы будем копать ямы для захоронений, трупы станут разлагаться. Дядя Челаун, поезжай в город Алихан и сообщи моему отцу о том, что здесь случилось. Хорошо. Три моих сына весьма способны. Уже 7 месяцев они не могут взять брошенный город. Они пьют недостаточно кумыса или едят недостаточно баранины. Фактически, мы уже дважды входили в город и даже захватывали мост через реку Амударья. Однако воины и жители Ургенча сплоченно сопротивляются, совершенно не боясь смерти. Люди Ургенча сплоченно сопротивляются. А почему мы не можем сплотиться и проявить волю к победе? Хан, кажется, у генерала Челауна есть неприятные сообщения. Челаун, ты, твой отец и Хедаан были моими спасителями. Говори, что же там все-таки случилось? Хан, братья Джочи и Чагатай в ссоре. Каждый придерживается своего мнения и делает, что считает нужным. Они мешают друг другу, и их подчиненные не знают, за кем идти. Это касается наследования ханского трона? Я не знаю. Хан, я что-то слышал об этом. Хан уже сделал Ургенч каганатом Джочи, поэтому он выступает за милосердие и справедливость в надежде, что враг сдастся и оставит ему нетронутый город. А каганат Чагатая в Самарканде, поэтому его цель — разграбить город. Ему все равно, разрушить его или сохранить. Поэтому и происходит разногласие. Сдастся, примет, не сдастся, уничтожить. О чем здесь можно спорить? Шиги Худуху, следуй за Челауном в Ургенч и объяви мой приказ о снятии Джочи с должности главнокомандующего. Его заменит Угэдэй. В течение 1 месяца он должен взять Ургенч. Да. Отец! 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 Мотуген умер в Фанянбао. Кто? Кто ты говоришь? Сын и преемник Чагатая Мотуген. Он? Где он? Его труп уже принесли. Отнесите его ко мне. Не позволяйте ветрам дуть на него, не позволяйте солнцу светить на него.
Все идите. Идите. Я хочу немного побыть наедине со своим внуком Мутугеном. Не говорите его отцу Чагатаю. Мутуген, мой внук. Дедушка все еще хорошо живет. Как могла твоя жизнь, лишь начавшись, покинуть тебя? Потому что ты скучал по своей прабабушке. Но почему же ты покинул меня, старика? Хан, ты должен поберечь здоровье. Передай мой приказ. На рассвете мы выступаем. Ты опять хочешь идти в бой? Я должен превратить крепость Фанянбао, лишивший жизни моего любимого внука, в его могилу. Я должен захватить живым Джалаладдина и принести его в жертву моему любимому внуку. Фанянбао. Объявите мой приказ. Даже если Фанянбао огромный океан, я все равно должен сравнять его с землей. Я хочу превратить это место в пустыню, чтобы больше здесь не росло ничего живого. Да. Сжигайте монголов! Сжигайте до смерти! Яд вытравливают ядом. Заряжайте горящие стрелы, цельтесь в бочки с маслом. Огонь!
Открывайте ворота. Ломайте ворота! Ломайте ворота! Мутуген, дедушка идет отомстить за тебя. За пределами Ургенча. Джочи, я не знаю, в каком году, в каком месяце мы снова встретимся. Отсюда до монгольских степей можно добраться не меньше, чем за год. Мать стала совсем старой. Я не успею отдать ей последний долг. Мы скоро соединимся с ханом. Передать ему какие-нибудь слова. Что я могу сказать? Я так разочаровал его. Я непутевый сын. Так будет лучше. Я буду подальше от него, чтобы избавить его, старика, от лишних беспокойств. Уходите. Монгольская армия, атаковавшая Ургенч, покинула город, чтобы объединиться с Чингисханом. По приказу Чингисхана его старший сын остался здесь. Навсегда остался здесь, вдали от родной земли. Продвигающаяся на запад армия под предводительством Джебей Субутая по приказу Чингисхана, преследовавшая султана Мухаммеда, по дороге завоевала Ирак, Азербайджан и Грузию, демонстрируя свои блестящие способности. Отец! Отец! Джалаладдин бежал из города Газни к реке Шень и собирается скрыться в Индии. Ты немедленно возглавишь армию в авангарде и со всей скоростью отправишься за ним в погоню, вцепясь в Джалаладдина. Есть! В чем дело? Почему ты до сих пор здесь? Два старших брата с войсками уже вернулись из Ургенча и ждут снаружи. Позови их скорее. Что ты ему скажешь о Мутугене? Ты не можешь все время скрывать от него правду о смерти Мутугена. Расскажи обо всем Чагатаю. Позови их. Да. Отец, твои сыновья вернулись с триумфом. Что? Вернулись с триумфом? Вы, братья, бодались друг с другом, как бычки, и не могли взять Ургенч за 7 месяцев. Сколько погибло монгольских воинов? Как я посмотрю в лицо их родным, когда вернусь? Я виноват.
Согласно закону Джаса, после завоевания города все захваченное и конфискованное у людей должно поровну распределяться между генералами, принимавшими и не принимавшими участие в сражении. Вы же распределяли города и людей между собой, ничего не давая другим генералам, а также не отдавая мне мою долю. Неужели вы забыли уроки Алтана и Хучара? Я виноват. Угадай, как я могу безбоязненно доверить тебе управление Каганатом, если ты так поступаешь? Чагатай, ты скоро покинешь Саньхуань и станешь правителем Самарканда. Достоин ли ты этого? Отец, вы видите, что я старею. У самих крылья окрепли, значит, теперь можно не слушать моих слов. Особенно Чагатай. Ты как необъезженная дикая лошадь не слушаешь указаний. Я не посмею. Даже когда мне будет 80 лет, я не посмею не последовать указаниям отца. Правда? Правда. Хорошо. А теперь я скажу тебе печальную новость. И не смей плакать. Да. Не заплачу. Выбери среди своих сыновей наследника ханского трона. Твой старший сын Мутуген умер. Мой сын? Ты обещал мне помочь присмотреть за ним. Ты обещал. Я сказал, тебе нельзя плакать. А теперь приготовься выступить со мной в поход на уничтожение Джалаладдина. Иди. Хорошо, отец. Брат! 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 Мутуген! Мутуген! Воздух наполнен мелким дождем и туманом. Обернись, встань на цыпочки и посмотри. Родина все дальше и дальше. Высокие военные крепости застилают все фиолетовой дымкой. Обернись, встань на цыпочки и посмотри. Родной край все дальше и дальше. Крик диких гусей пролетает над военным лагерем. Мое ухо слышит крики птиц. Это мои родные скучают по мне. Расчешу волосы, надену на голову шлем. Я сижу на великой дороге и открываю прохожим новости из дома. Иди, скажи мне петь эту песню, она переворачивает воинские сердца. Воины находятся вдали от родных мест уже более 3 лет. Ничего удивительного в том, что они тоскуют по дому. Если они скучают, пусть танцуют и борются. Иди скорее.
Кто это? Я гонец принца Талуя с важной военной информацией. Следуй за мной. Кто это? Гонец, посланный принцем Талуем, хочет видеть хана. Иди. Хан, принц Талуй узнал, что султан Джалаладдин уже погрузил все свое добро на корабль и готов завтра с армией отправиться в Индию. Передайте мой приказ. Зажечь факелы. Выступаем ночью. Мы должны догнать Джалаладдина, даже если мы загоним до смерти своих лошадей. Наступаем к казни. Отступаем! Ваше Величество, смотрите! Взять Джалаладдина живым! Ваше Величество, ринемся в смертный бой! Хорезма, дайте им почувствовать вкус изящных манер завоевателя мира. Вперед! Приказ отца не стрелять. Взять Джалаладдина живым. Вперед! Вперед! Родятся сыновья, они должны быть такими же героями, как Джалаладдин. И если сегодня ему удастся вырваться из лап смерти, он наверняка еще осуществит множество славных дел и доставит много неприятностей. Ваше Величество, скорее уходим! За ними! Не стоит убивать героя, получившего тяжелые раны.
Тот, кто сможет схватить его на поле битвы, тот настоящий мужчина. Господин, от какой болезни умерли эти люди? Чагатай, хочу переговорить с тобой на эту тему наедине. Эта болезнь называется тиф. Больные страдают от лихорадки, головной боли, все тело слабеет, глаза наливаются кровью, на теле может появляться сыпь. Это чума, которой заражаются от вшей на теле человека. Это опасно? Если дать ей распространиться, она уничтожит целую армию. Так опасно. Уничтожив вшей на теле человека, можно избавиться от переносчика заболевания. Однако главный закон монголов Джаса запрещает стирать и сушить одежду на солнце. Поэтому это трудно будет осуществить. Господин должен придумать способ. Я припас немного лекарств в Самарканде. Попроси брата поскорее привезти их согласно написанному мной рецепту. И тогда можно будет подавить в зародыши эту болезнь. Хорошо. Тогда прошу тебя поскорее написать этот рецепт. Я немедленно отправлю человека за лекарством. Идем. Он до сих пор хочет продолжать поход на запад. Я очень боюсь, что его здоровье не выдержит такой активной деятельности. Что же нам делать? Монах Чанчунь, о котором он думает день и ночь, уже прибыл в Самарканд. Но он все еще не соглашается увести войска. Мы должны придумать способ. Наложница Хулан и два господина. Откуда ты пришел, Дуадай? Я вернулся из Индии, чтобы передать хану военную информацию. У меня есть идея. Дуадай, подойди. Мы не нашли его, хан. В этом месте так жарко, словно в печи из разогретого навоза. Более 10 солдат умерли от жары, поэтому Дубу Хайшен отправил меня назад за указаниями хана. Есть странное дело, не знаю, должен ли я говорить о нем. Что за дело? Когда по дороге сюда я проходил через Тиминьгуань, я услышал рев, я поднял голову и увидел странного зверя на горе. Какого вида? Голова оленя, хвост лошади, на теле рыбья чешуя, само разноцветное, а на голове растет рог. В жизни не видел ничего страшнее. Я позвал людей, чтобы поймать его и привести хану. Поймали или нет? Нет, только я выхватил нож отрубить ему заднюю ногу, как этот странный зверь поднялся на задние ноги, встал будто человек, и как человек произнес одну фразу. Что он сказал? Ты, правитель, должен скоро возвращаться. Ты это придумал. Странно, очень странно. Как могло произойти такое совпадение? Что ты говоришь? Вчера я видела точно такой же сон, про который говорил Дуадай. Длинная борода. Ты мастер предсказаний. Что это за монстр? Я когда-то слышал от моего старого учителя Ваньсуна, что этот зверь зовется Лудуань. За один день он может пройти 18 тысяч ли, может говорить на языках всех государств. Это символ смерти. Почему он здесь появился? Смысл очевиден, он предупреждает тебя. Императоры — любимые сыны неба. Чтобы они жили долго, Тенгри, как говорят монголы, часто посылает им странные знаки, особенно хану, родившемуся со сгустком крови в руке. Это естественное общение с небом. Зверь появился, потому что небо послало его предупредить хана. Что значит произнесенные им слова? Заставить хана поскорее отправить войска домой. За последнее время многие воины заразились тифом. Может, это тоже предупреждение Тенгри? Вполне возможно. Так что же ты тогда предлагаешь? Ваше Величество должно немедленно отправить кого-нибудь с жертвоприношением этому зверю, а также издать указ о возвращении войска, чтобы выполнить волю неба и защитить людей. И тогда Ваше Величество будет наслаждаться долгой и счастливой жизнью.
Чем ты это докажешь? Брат, не верь ему. Джалаладдин еще не пойман. Если мы развернем войска, он сможет собрать силы. Отец, мой старший сын Мутуген не мог умереть напрасно. Дай мне войска. Позволь мне пересечь Индию в погоне за Джалаладдином. Что ты понимаешь? В прошлом году в Самарканде Длинная Борода сказал, что 15 октября будет лунное затмение. Было оно или нет? В позапрошлом году в горах Тяньшаня в июне пошел снег. Длинная Борода сказал, это знак, что мы разобьем врага. Разбили или нет? Великий хан, мой младший брат Субутай и Чибэ ушли в поход покорять племя Тяньша. Боюсь, не скоро вернутся. Позволь мне остаться здесь, чтобы я мог продолжать подавлять восстание и поджидать их возвращения. Нет, Чибэ и Субутай ушли в поход за 10 тысяч ли. Даже не знаю, что они делают, когда вернутся и откуда. Разве ты сможешь их дождаться? Хватит пререкаться, господин Елюй Чуцай. Прошу тебя сходить в Тимуньгуань и принести от меня жертвоприношение зверя. По возвращению немедленно приходи ко мне. Да. Вы все уходите. Да. Господин Елюй Чуцай, как хорошо, что вы есть. Я только сделал первый шаг на шахматной доске. Остальное зависит от монаха Чанчуня. Прошу. Прошу. Там. То, что я могу сделать, это привести назад целыми и невредимыми всех любимых ею. Хан. Хорошо. Отведите меня в Перван. Я хочу похоронить те 30 тысяч призраков. Шиги Хутуху, ты знаешь, почему ты потерпел поражение? Посмотри на поле Перван. Твое поражение вызвано неправильным выбором поля. А что с полем? Пехотные войска во время сражения должны быть собраны вместе, образуя квадрат, а конница разбита на мелкие группы, чтобы удобно было передвигаться. Когда я сражался, 100 всадников могли окружить 10 тысяч солдат. 1000 всадников могли заполнить 100 ли. Ты разместил 30 тысяч воинов в такой котловине. Разве трудно было окружить и уничтожить тебя? Похоже, мне не овладеть мастерством хана, даже если я буду учиться всю жизнь. Тогда ты станешь судебным чиновником. Ты больше не будешь вести войска в наступление. Братья, с которыми я пас скот. Братья, с которыми воевал против меркитов, татар, джадаланов, кераитов и найманов. Братья, с которыми я прошел путь на запад в 1000 ли. Вы пали под Перваном, унося боевые заслуги прошлых лет и честь монгольского воина. Славные монгольские сыны полегли на поле битвы, погибли на чужой земле, похоронены в чужой земле. Да упокоятся с миром ваши души. За стенами Ургенча. Огадей, куда вы тащите эти трупы? Впереди есть песчаные дюны, готовимся похоронить их там. Зачем хоронить их в такой спешке? Почему не вырыть яму? В эти дни погибших в боях было слишком много. Если мы будем копать ямы для захоронений, трупы станут разлагаться. Дядя Чилаун, поезжай в город Алихан и сообщи моему отцу о том, что здесь случилось. Хорошо.
3 моих сына весьма способны. Уже 7 месяцев они не могут взять брошенный город. Они пьют недостаточно кумыса или едят недостаточно баранины. Фактически, мы уже дважды входили в город и даже захватывали мост через реку Амударья. Однако воины и жители Ургенча сплоченно сопротивляются, совершенно не боясь смерти. Люди Ургенча сплоченно сопротивляются. А почему мы не можем сплотиться и проявить волю к победе? Хан, кажется, у генерала Челауна есть неприятные сообщения. Поход Чингисхана на запад встряхнул Евразию того времени и принес ему восхваление и осуждение. Некоторые восхваляли его как героя всех времен, великого человека тысячелетия. Другие называли его завоевателем мира, беспримерным захватчиком. Огромное количество людей с давних времен и по сей день с интересом изучают достижения и преступления Тысячи осеней, которые по-настоящему раскрывают величие Чингисхана. Чингисхан. Главный руководитель проекта Джан Гуамин. Идея Гэ Цянь. Сценарии Шу Чжисянь, Чжу Яутин. В главных ролях Балин, Сажень Гауа, Джао Хэнсюань. Главный оператор Гэ Житу. Постановка трюков Цзэ Вэйчун. Музыка Джан Чаньи. Главный продюсер Батыр. Режиссер Чжу Вэньцзэ. Двадцать 29-я серия. Алтайские горы. Десятитысячник великого монгольского государства Елюй-Бухуа приветствует даосского монаха Чанчуня. Не ты ли генерал Елюй-Бухуа, расположившийся с войсками у Алтайских гор, брат бесчестного обманщика Елюй-Ахая? Да, я действительно Елюй-Бухуа. Генерал Елюй-Бухуа совершил дело безграничного милосердия. По этой причине я задержусь здесь на несколько дней дольше. Каков урожай в этом году? Не спрашивай об урожае, спроси о возделывании земли. Генерал Елюй-Бухуа, в твоих словах сквозит даосский дух. Прошу вас, я уже приготовил виноград, изюм и виноградное вино. Почему все из винограда? Завтра будет дыня, арбузы, дыни хами, байлань. Прошу, прошу. Проходите. Город Терми. Монгольская армия получила отпор при штурме города. В то время как нападение Чингисхана было отбито под Терми, султан Джалаладдин, уже собравший армию более чем в 100 тысяч, наконец поднял меч войны для отмщения. Его соперником была армия в 30 тысяч воинов под предводительством Шиги Хутуху. Это была битва при Перване, которой гордился народ Хорезма. Ого, как у них много народу! Как бы много людей у них ни было, у нас тоже немало. Сражаемся.
Боюсь, даже если бы было бы меньше, нам все равно нужно было бы сражаться, чтобы отомстить за погибших. Смотри, они уже вошли в котловину. Они совершенно не умеют распределять войска. Мы воспользуемся этим. Генерал Хорезма, я сейчас поведу вас смыть позор, который мы терпели с начала войны, и вернуть монголам кровавый долг. Город Нишабур сейчас в черном дыму и языках пламени. В нашем городе Термы восточные неверные убили всех, спалили город дотла, потому что встретили там яростное сопротивление. Они даже распороли живот старой женщины, чтобы забрать ее драгоценности. Воины Хорезма, пусть решимость встретить смерть управляет войсками. Мы зайдем с тыла и окружим врага. Рубите им головы, не оставляя пленных. Это решающая битва. Сегодня решится все. Султан Джалаладдин! Давай испробуем военный метод хана. Схватить сердце. Захватим Джалаладдина, и Хорезм будет уничтожен. Захватим Джалаладдина живым. Вперед! Держать строй, держать строй! Готовьтесь убивать монголов! Держать строй! Лучники, остановите монголов! Атакуйте монгольские фланги! Не оставляйте ни одного живого монгола! Бейте! Армия Джалаладдина, численностью намного превосходившая монголов, встретилась с ними в решающей битве. 30 тысяч монголов были полностью истреблены. Шиги Хутуху вырвался из окружения, ведя лишь 100 с небольшим человек. Боевой дух Хорезма поднялся. «30 тысяч воинов, которых я дал тебе, погибли? Великий хан, убей меня! Мое неумелое командование позволило Джалаладдину разбить нас. Я предал позору имя матери Ойлун. Убей меня!» «Нет, Шиги Хутуху, ты приемный сын моей матери. Без слова матери я не могу убить тебя». «Мать!» Да. Мать ушла на небо. Тогда отправь меня сопровождать ее. Борте и Хичевэнь уже ждут. Дедушка все еще хорошо живет. Как могла твоя жизнь, лишь начавшись, покинуть тебя? Потому что ты скучал по своей прабабушке. Но почему же ты покинул меня, старика? Хан, ты должен поберечь здоровье.
Передай мой приказ. На рассвете мы выступаем. Ты опять хочешь идти в бой? Я должен превратить крепость Фанянбао, лишивший жизни моего любимого внука, в его могилу. Я должен захватить живым Джалаладдина и принести его в жертву моему любимому внуку. Фанянбао. Объявите мой приказ. Даже если Фанянбао огромный океан, я все равно должен сравнять его с землей. Я хочу превратить это место в пустыню, чтобы больше здесь не росло ничего живого. Да. Сжигайте монголов! Сжигайте до смерти! Яд вытравливают ядом. Заряжайте горящие стрелы, цельтесь в бочки с маслом. Огонь! Поджигайте ворота. Чолаун, ты, твой отец и Хедаан были моими спасителями. Говори, что же там все-таки случилось? Хан, братья Джочи и Чагатай в ссоре. Каждый придерживается своего мнения и делает, что считает нужным. Они мешают друг другу, и их подчиненные не знают, за кем идти. Это касается наследования ханского трона? Я не знаю. Хан, я что-то слышал об этом. Хан уже сделал Ургенч каганатом Джочи, поэтому он выступает за милосердие и справедливость в надежде, что враг сдастся и оставит ему нетронутый город. А каганат Чагатая в Самарканде, поэтому его цель — разграбить город. Ему все равно, разрушить его или сохранить. Поэтому и происходит разногласие. Сдастся, примет, не сдастся, уничтожить. О чем здесь можно спорить? Шиги Худуху, следуй за Чилауном в Ургенч и объяви мой приказ о снятии Джочи с должности главнокомандующего. Его заменит Угэдэй. В течение 1 месяца он должен взять Ургенч. Да. Отец! 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 Мутуген умер в Фанянбао. Кто? Кто ты говоришь? Сын и преемник Чагатая Мутуген. Он? Где он?
Его труп уже принесли. Отнесите его ко мне. Не позволяйте ветрам дуть на него, не позволяйте солнцу светить на него. Все идите. Идите. Я хочу немного побыть наедине со своим внуком Мутугеном. Не говорите его отцу Чагатаю. Мутуген, мой внук.